Можно безразлично относиться к ножевым ударам врага, но мучителен булавочный укол близкого человека. Виктор Гюго. Вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. В Бишкеке разрешили работать спортивным залом и фитнес-центром. Депутат Аджугурку Кенеша рассматривает вопрос приватизации служебного жилья. И в городе Аше и областных центрах начинается формирование патрульной службы милиции. Вот об этих и других наиболее важных событиях дня расскажут мои коллеги и я, Мирим Кубанычбек-Кызы. Здравствуйте. А теперь подробнее. Вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможно вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск остается, сообщила Вуйнович. Снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, рано, считает специалист. По ее словам, послабления сейчас грозят ростом смертности. В мире коронавирусом заразилось уже более 5 миллионов человек, более 328 тысяч умерли. Лидером по выявленному числу заболевших остаются Соединенные Штаты. Там зарегистрировано более 1,5 миллиона человек, зараженных инфекцией. Россия на втором месте по числу выявленных случаев – 308 700 человек. В Кыргызстане тем временем выявили еще 43 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурбулут Усинбаев. Больше всего случаев выявлено в Бишкеке – 23 человека. Из них один прибывший из Санкт-Петербурга. Тогда как в Нарынской области 8 человек, в Аше 5, в Волжской области 4, в Баткенской области 2 и в Чуйской области 1 человек. На сегодняшний день в стационарах находится 370 человек. Среди них у 12 пациентов состояние тяжелое, 5 из них в реанимации. 51 пациент в состоянии средней тяжести и в удовлетворительном состоянии находится 307 пациентов. Всего в Кыргызстане общее число зараженных составило 1313 человек, среди которых 929 граждан вылечились и выписались из больниц, 14 скончались. Сегодня начали свою работу центры обслуживания населения в Бишкеке. С утра там образовались очереди с нарушениями социальной дистанции. В сети также появились фотографии больших очередей в центрах обслуживания населения. Большое скопление людей наблюдалось в ЦОН-3 по Молодой гвардии. В ГРС сообщили, что обратились за помощью в МВД, чтобы помогли с порядком и охраной. Отмечается, что сегодня больше поступило запросов по восстановлению потерянных документов в период чрезвычайного положения и из-за продления регистрации иностранцев. На основании решений республиканского штаба мэрия города Бишкек включила в список разрешенных видов деятельности с 25 мая спортзалы, тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны. Обязательным условием является соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. Запрещается работать спортцентром по контактным, командным, коллективным видам спорта. Это футбол, борьба, бокс и единоборство, говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Депутаты Аджугурку Кенеша предлагают внести в жилищный кодекс Кыргызской республики поправки, которые позволят гражданам путем прямой продажи приватизировать служебное жилье, полученное ранее за особые заслуги. Законопроект был выставлен на рассмотрение в первом чтении, однако во время обсуждения предлагаемых изменений инициаторам было сделано замечание о том, что в проекте есть недоработки. Что подразумевает собой новый закон, смотрите далее. Обеспечить гражданам возможность реализовать право приватизации полученного жилья, которое предусмотрено законодательством. Точнее, разрешение на приватизацию служебных жилых помещений путем прямой продажи в собственность лицам, получившим помещение за особые заслуги. Такое предложение внесли депутаты Аджугурку Кенеша. По словам инициатора изменений Марата Аманкулова, 7 лет кыргызстанцы не могут получить в собственность жилье, которое мы выдали, хотя изменения в закон были внесены еще в 2013 году. Почему-то органы государственные местные выдают это жилье тем людям, которые стоят десятилетиями в очереди, выдают это жилье со статусом служебное. То есть он временно им пользуется. И в случае, если он
что-то с ним случилось, там, он получил травму, и он становится, допустим, инвалидом, он обязан выселяться вместе с семьей и отдать эту квартиру. Это же несправедливо. В чем справедливость тогда государства нашего? К слову, многие госслужащие, ожидавшие свою очередь не один год, признаются, что за пеленой радости от получения жилья не заметили подводные камни. Сотрудница государственной службы, пожелавшая скрыть свою личность, рассказала, что когда она захотела прервать свои трудовые отношения с госструктурой, у нее потребовали вернуть квартиру. Я в государственных органах проработала почти 30 лет. Получила жилье, но не знала, что когда я уйду с работы, мне придется освободить предоставленное жилое помещение. Оказалось, что это все временное. Многие, как я, годами работают, стоят в очереди, а потом в конце оказывается, что жилье временное. Зачем так делать? По данным Нардепа, поправки предлагают приватизацию служебного жилья следующим лицам: тем, кто получил в порядке очередности, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также людям, которые получили квартиры за особые заслуги. Речь идет об учителях, врачах, медсестрах, ветеранах МВД и вооруженных сил. Мы же говорим, мы социальное государство, ежегодно принимаем бюджет, когда закон принимаем о бюджете, мы говорим, что мы социально ориентированный бюджет принимаем, а фактически вся государственная машина настроена на то, чтобы защищать интересы от трудящегося, от гражданина. По сути, вот так. И сегодня эти люди, которые выходят на пенсию, учителя, они уже должны освобождать. Сейчас пойдут иски в суды. Вот с 2013 года они не могут приватизировать. Некоторые парламентарии внесли свои замечания по поводу предлагаемого законопроекта. Так депутат Алый Карашев подчеркнул, что в законопроекте следует определить полный и понятный перечень особых заслуг, при которых служебное жилье может быть приватизировано. В законопроекте говорится о двух категориях, кому необходимо дать право на приватизацию жилья. Касательно первой категории, в которую ходят люди, годами ожидавшие своей очереди, проработавшие на государство много лет, я ничего не имею против. Но здесь необходимо уточнить вопрос касательно второй категории, в которую жилую площадь выдают за особые услуги. Нужно уточнить точный список таких людей и определить, за какие именно заслуги жилье будет выдаваться в собственность. Депутат Мирлан Бакиров, в свою очередь, выступил против приватизации служебного жилья. Он отметил, что необходимо доработать данный законопроект. Я думаю, что для того, чтобы выдавать жилье под собственность, нужно наличие социально-жилищного фонда. И уже со средств этого фонда государство могло бы выдавать жилье под приватизацию. А тут речь идет о приватизации служебных помещений. Если мы отдадим все под собственность, что прикажете делать с новым поколением госсотрудников? После рассмотрения в первом чтении законопроект с соответствующими предложениями о доработках был направлен на голосование в первом чтении. Роза Курманбекова, Мерим Кубанычбеккызы, Бектур Калыков, Новости Ошпирим. В городе Аше и областных центрах начинается формирование патрульной службы милиции. Отмечается, что в рамках реализации пилотного проекта ряд подразделений ГУОБДД и ППСМ области будут расформированы, и в территориальных подразделениях ОВД будут поэтапно создавать новые подразделения под наименованием «Патрульная служба милиции». Патрульные наряды нового подразделения начнут нести службу с 1 июля. Напомню, в 2018 году было решено реформировать службу по обеспечению дорожной безопасности и создать патрульную милицию с объединением функций обеспечения дорожной безопасности и патрулированием общественных мест. Напомню, в Бишкеке новая служба начала работать 31 октября 2019 года. Кыргызстан почти 2 месяца жил в режиме тотального карантина. Производство практически полностью остановилось. Предприниматели закрыли свой бизнес. Жизнь в стране благополучно перенеслась в дома граждан. Однако сегодня для большей части кыргызстанцев настал день, которого ждали с самого начала чрезвычайной ситуации. При этом неизменным остается одно – это соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Оживление южной столицы смотрите далее. Пауромбаева 20 лет занимается торговлей. Ей, как и всем, пришлось приостановить свою деятельность на время карантина. Сегодня, получив, наконец, долгожданную весть о том, что 25 мая разрешено работать вещевым рынком, она начала подготовку. Анипа признается, что теперь придется работать усерднее, потому что долги по кредитным выплатам сильно выросли. Вот сегодня решила провести уборку в своем контейнере. Мне вот уже звонят с банка, просят внести оплату. Простому народу, как я, сейчас действительно очень тяжело. Выплата по кредитам – тяжелое последствие пандемии для сотен торговцев. Из-за того, что весенний период пришелся на время карантина, многим придется теперь продавать свои товары ниже себестоимости, а это уже наносит урон для их деятельности.
Из-за сложившейся ситуации третий антикризисный план пришлось разделить на 2 этапа. Так, согласно этому плану, вещевые рынки Орской области начнут свою работу 25 мая. С 21 мая заработают торговые центры, за исключением работы детских площадок и фудкортов. Возобновятся все непродовольственные торговые отрасли, которые ранее не были запущены. При этом все они должны соблюдать санитарные меры. Наряду с вещевыми рынками свою работу возобновит общественный транспорт. Так как эта отрасль предоставляет опасность, было выдвинуто требование в ограничении количества пассажиров, не брать в салон авто людей без масок и 2 раза в день проводить полную дезинфекцию. Сами водители должны быть в масках и перчатках. Автобусы будут получать защитные средства за счет предприятия, а частные водители должны приобретать средства за свой счет. Предприятия, которым разрешено работать с сегодняшнего дня, должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Это дезинфекция, наличие защитных средств и соблюдение социальной дистанции. Наши сотрудники будут каждый день проводить разъяснительные работы. Для этого были созданы специальные мобильные группы. На сегодняшний день практически все предприятия страны возобновили свою деятельность, которая была приостановлена в связи с введенным режимом чрезвычайного положения в Кыргызстане 25 марта. До 31 августа текущего года в столице появятся новые места для отдыха, сообщил вице-мэр города Бишкек Мирлан Амантуров. По его данным, в этом году планировалось построить 8 новых парков. 1 уже достроили и сдали в эксплуатацию. Это парк имени Тулибердиева. 15 июня собираемся открыть парк здоровья. Парк в жилмассиве Акурго начнем в начале июня. На данный момент заканчиваются все проектные и сметные работы. В этом месте будут отдельные скважины для полива этого района, заверил вице-мэр Амантуров. Он также добавил, что существуют проблемы с арендаторами земель, у которых истек срок договора. Тем не менее, он обещал, что все парки достроят ко Дню независимости страны. И на этом у меня все. Эти и другие новости вы можете посмотреть на сайте oshpirim.kg, а также на страничках Facebook, YouTube и Twitter. Спасибо, что смотрите нас. Берегите себя.